Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года для раков. Посмотрим на колоде Таро события основные недели и на колодах Ленорман посмотрим, что будет происходить в отношениях, работе, финансах и посмотрим совет. Сначала общие события, главные события. Посмотрим, что у нас есть. Здесь выпадает у нас 8 мечей. А теперь посмотрим отношения. 3 карты на отношения для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера и для тех, кто в ссоре. 3 карты на работу для тех, кто работает, для тех, кто ищет работу. И для тех, у кого свое дело. Карта на финансы. Так, сама выпала, пусть будет сад. И карта на совет недели. Выпадает карта звезды. Итак, для раков выпадает 8 мечей. Карта говорит о том, что будут завершены какие-то очень важные дела, которые занимали очень много времени, которые требовали ваших усилий. Может быть, здесь речь идет о вашем опыте, который вы получали в деятельности. Здесь могут быть вопросы, которые решались вот в отношениях. Допустим, у вас были какие-то конфликты, да, и вот раз за разом вы выясняли отношения, все-таки налаживали их, да, и вот у вас уже какой-то опыт есть в том, как вам себя вести, да, то есть вы действительно уже можете многое, вы можете как бы понять своего партнера, понять, какой подход к нему найти, да, и в работе то же самое, вы можете уже знать, когда и как лучше действовать. Но вот на этой неделе вы попадете в такую ситуацию, которая у вас еще не происходила, и вы, в принципе, не знаете, как ее решить, и ума не приложите к тому, что вам делать. И поэтому вот здесь у нас изображена фигура, которая у нас как бы связана, да, и глаза у нее тоже закрыты. То есть получается так, что действительно ситуация сложная. Она как бы не дает нам свободы, не дает возможности видеть четко, что нам делать, что это за ситуация, или, может быть, понять, что люди от нас хотят, может быть, это близкие, или, может быть, это клиенты, может быть, это какой-то вопрос по работе, который, ну, никак не решается. Ну вот, здесь основной посыл этой карты в чем? Даже если на нашем пути встречается неожиданно какое-то препятствие, и мы еще даже никогда с этим не встречались, нужно все равно не останавливаться, а просто смело браться за то, что приходит. То есть, если это приходит в нашу жизнь, значит, мы готовы к тому, чтобы решить. Но обычно у нас какая реакция? Мы сталкиваемся с такой ситуацией и теряемся. Или, допустим, боимся брать на себя ответственность и уверены, что мы не сможем с этим справиться, не можем решить, и пытаемся переложить ответственность на кого-то другого, да, то есть мы теряем таким образом свою независимость, свободу и, может быть, даже вот поддаемся на чье-то там давление, да, то есть ведомыми становимся. И вот карта говорит о том, что вместо того, чтобы вот в этой сложной ситуации теряться, прятаться за чью-то спину, либо останавливаться, нам наоборот нужно идти вперед, потому что просто так жизнь не дает нам таких ситуаций. Мы способны это решить, просто приобретем новый опыт и по пути уже разберемся. Даже если что-то сейчас не ясно, нужно все равно браться за это, нужно брать на себя ответственность. Это, кстати, может касаться отношений. Допустим, мы боимся быть свободными, боимся, может быть, сами зарабатывать, или боимся, что у нас там что-то не получится. Короче, не берем на себя ответственность и перекладываем это все на партнера. И таким образом попадаем от него в зависимость.
То есть, с одной стороны, мы хотим как лучше, мы хотим себя освободить от ответственности, а получается так, что мы становимся зависимыми от своего партнера, и это, конечно же, всегда плохо. Любая зависимость, она обязательно боком выходит для всех. То есть, если, допустим, мы не проявляем себя, свои таланты, свои способности, не учимся, не развиваемся, не берем на себя ответственность за то, чтобы самим зарабатывать деньги, за то, чтобы развиваться и так далее, мы всегда будем в проигрыше. То есть не нужно прятаться за чужую спину, не нужно искать какую-то помощь вовне. Мы сами можем справиться. Как раз проблемы, они и сигнализируют нам о том, что мы отказались от себя, мы отказались от собственного развития, от собственной ответственности. Давайте теперь посмотрим отношения для раков. Выпадает карта «Корабль» для тех, кто в паре. Замечательная возможность для того, чтобы осуществить какие-то свои заветные желания. Карта говорит о переменах, причем рядом у нас медведь, и это значит, что действительно перемены могут происходить при помощи кого-то, при помощи людей, которые обладают какой-то властью, обладают мудростью, обладают силой, финансами и так далее. То есть может быть кто-то из ближайшего окружения, либо людей, с которыми мы знакомы, могут нам помочь осуществить какие-то наши планы. Может быть перемены, может быть это будет возможность какой-то поездки вдвоем, может быть в дальние страны, да, либо это возможность переезда. Вот. И здесь у нас все время есть такая помощь, поддержка. Это могут быть наши родители, это могут быть люди, у которых просто есть такой ресурс, которые могут нам помочь. И вообще вот эта карта находится у нас под номером 3, и это говорит о том, что мы всегда можем рассчитывать на поддержку. То есть если, допустим, мы пара, да, допустим, молодая пара, у которой нет еще ну, как бы всех ресурсов, то мы всегда имеем возле себя людей, которые могут нам помочь. И не нужно бояться обращаться к ним. Придет время, когда мы будем помогать своим детям, либо там друзьям своим, или еще каким-то образом кому-то будем помогать. То есть жизнь без помощи, она невозможна. То есть потому мы в обществе и живем, что каждый должен все равно друг другу помогать, да, в какие-то сложные периоды. А вот здесь вот как раз какой-то период перемен. И действительно, если воспользоваться помощью каких-то людей, можно значительно продвинуться в своей жизни, в своих отношениях и так далее. То есть, если это касается недопонимания, то можно привлечь компетентного человека, да, для того, чтобы помочь вам наладить отношения, помочь разобраться в ситуации, помириться и так далее. Если это касается какого-то общей недвижимости, да, тоже есть возможность решить этот вопрос, там, продать недвижимость, купить недвижимость, переехать с места на место и так далее. А вообще эта карта, конечно же, связана с желаниями, да, исполнение желаний. Если у вас в вашей паре были какие-то общие планы, желания, мечты, вот есть возможность их осуществить. Замечательное время, знаете, такое судьбоносное, да, эти перемены, они, конечно, будут отображаться на нашем будущем. Для тех раков, которые ищут партнера, выпадает карта «Медведь». Она может говорить о том, что есть возможность познакомиться с человеком статусным, человеком, который высокое какое-то место занимает в обществе, да, который просто сильный сам по себе, да, внушительно выглядит, может быть, такой вот как раз похож на медведя чем-то, да, такой грузный, может быть, да, человек, у которого есть уже опыт, он может и обеспечить себя, обеспечить семью и так далее. И этот человек, скорее всего, такой добродушный, но в то же время умеет за себя постоять, если нужно. А также карта может и с другой стороны раскрываться. То есть, может быть, есть человек, который мог помочь бы вам познакомиться с нужным для вас партнером, да, то есть не нужно бояться обращаться за помощью к другим людям, говорить, что вы мечтаете встретить человека, с которым у вас сложатся отношения и так далее. То есть вполне возможно, у кого-то есть
как бы кто-то может оказать вам такую помощь. А также карта говорит о том, что нужно самим тоже не цепляться за то, что уже было. Нужно отпустить прошлое и начать уже новую жизнь. Еще с другой стороны, эта карта может говорить о том, что не нужно сидеть дома, нужно выходить как бы за пределы своего жилища, да, то есть покинуть стены и выходить в мир. То есть как можно встретить человека, сидя дома? Ну, если только, конечно, через интернет, да. Теперь для тех раков, которые в ссоре, выпадает карта мужчина. То есть для тех, кто смотрит этот прогноз, не обязательно там мужчина или женщина вы, да, нужно проявить инициативу для примирения. Нужно говорить аргументированно, нужно объяснять свою позицию, да, то есть нужно именно логически построить разговор для того, чтобы быть услышанным. То есть нужно уйти от каких-то лишних разговоров, поставить только одну цель, один вопрос решить, да, чтобы не собирать все в кучу. И вот тогда есть возможность решить этот вопрос. То есть посмотреть на проблему как бы сверху, не говорить с точки зрения «я», да, а учитывать интересы своего партнера. И тогда действительно есть возможность решить этот вопрос. Потому что, смотрите, здесь вот у нас изображен такой ландшафт, горы, и человек стоит на вершине горы, да. То есть не нужно в быт уходить, не нужно в обыденность. Нужно как бы самое важное взять и именно это обсуждать, не говорить об остальном. Это раз. Во-вторых, вот здесь вот есть поддержка высших сил. То есть если вы действительно проявите инициативу, то вот все вам в помощь. Давайте теперь посмотрим, что ждет раков в деятельности. Выпадает карта крест для тех, кто работает по найму. И эта карта говорит о том, что, скорее всего, трудная неделя предстоит. Скорее всего, придется действительно вложиться, придется, может быть, делать даже то, что не хочется, то, что необходимо. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, придется закончить какой-то проект, поставить крест на нем, да, если это возможно. То есть, если будет действительно у вас такая необходимость либо закончить то, что не дает результата, да, либо распрощаться с какими-то, может быть, клиентами, которые никак, ну, как бы не идут на контакт, да, то есть нужно это сделать. Не нужно тащить на себе то, от чего можно отказаться. Кроме того, карта говорит о том, что могут какие-то вопросы выходить на поверхность, которые касаются лично вас. То есть вашей индивидуальности, вашего профессионализма, да, то есть вас вот как-то могут выделить из коллектива, и каким-то образом это будет вот связано с вашими способностями, там, индивидуальностью и так далее. То есть здесь вот могут обсуждаться вопросы лично вас. А теперь для тех раков, которые ищут работу, карта клевера выпадает, и это 100%, что вы работу найдете. Карта говорит о том, что самое главное быть полезным, показывать все свои способности, не стесняться говорить о себе, говорить о своих достижениях, да, о том, что вы уже успели сделать в деятельности, и это вам будет только на руку. То есть показывать себя вот во всей красе, да, то есть все, на что вы способны, это все должно быть видно обязательно. То есть какую пользу вы можете принести компании, в которую вы приходите работать, это должно быть очевидно. Для тех раков, которые своим делом заняты, выпадает карта коса, и здесь у нас идет сбор урожая. Это может быть и прибыль, это может быть вот клиенты, которые возвращаются вновь, то есть вы когда-то, допустим, им уже оказали услугу, они довольны, и вот возвращаются вновь. То есть это тоже уже считается у нас как последствия наших прошлых вложений, да. Также карта говорит о том, что нужно и работать, и отдыхать, то есть не нужно все время только на работу тратить. Или, допустим, нужно, если, допустим, очень много работы, нужно, чтобы были смены, да, допустим, один человек работает, другой отдыхает, то есть в течение дня потом они меняются. Вот карта говорит о том, что нужно правильно использовать время, правильно использовать инструменты, держать их в порядке. Также карта говорит о том, что нужно
уметь правильно распределять деятельность, работу, время и так далее. Потому что для того, чтобы действительно все успевать, для того, чтобы услуги оказывались качественно, для того, чтобы вы зарабатывали хорошо, вот именно нужен вот такой порядок, да, чтобы ну, как бы все было на своих местах, всему было свое время. Давайте теперь посмотрим финансы для раков. Выпадает карта Сад у нас. И она говорит о том, что в финансах тоже действительно у нас все в порядке. Может быть, новые клиенты приходят. Они, кстати, реклама может давать хороший доход, да, может привлекать новых клиентов, через которые вот будут приходить денежки. Кроме того, работа через интернет, работа удаленная, работа, может быть, с другими какими-то государствами, да, вот, то есть клиентами из других государств. Это тоже все может приносить деньги. Также карта говорит о том, что можно зарабатывать на развлечениях, да, то есть сад – это у нас место, где люди отдыхают, прогуливаются, расслабляются, да, то есть вот, может быть, деньги могут приходить вот из этих сфер тоже у кого-то, для кого это актуально. Также карта говорит о том, что самое важное для вас, вот то, что приносит деньги, это польза. Если ваша деятельность приносит пользу, вы всегда будете зарабатывать достаточно. И именно вот на этой неделе вы сможете в этом убедиться. Хороший тут доход, может быть сразу из нескольких источников, но все зависит от того, насколько вы полезное дело делаете. Совет для раков: звезды. Карта говорит о том, что нужно, может быть более бескорыстными. То есть не всегда нужно совершать деятельность только за деньги. Да? Может быть, нужно кому-то и бескорыстно помочь. Также карта говорит о том, что стоит говорить о каких-то важных вещах на этой неделе. Может быть, с партнером, может быть, самому себе нужно признаться в чем-то важном. Да? Может быть, мы думаем только о материальном, о зарабатывании денег, либо решаем какие-то вопросы с партнером, которые тоже касаются там быта и так далее, да, а нам, может быть, нужно подумать о высоком. Также карта говорит о том, что неплохо было бы обратиться, может быть, к эзотерикам, психологам, к астрологам и так далее. Также карта говорит о том, что можно планы на будущее намечать, да, прописывать, мечтать, одним словом, хорошо. Кроме того, может быть, вот доход из нескольких источников. Мы вот, допустим, учитываем только один, а у нас может быть возможностей гораздо больше. То есть об этом тоже стоит подумать. И кроме того, карта говорит о том, что желательно обратить внимание на все красивое, желательно обратить внимание на себя, на свое тело, как мы одеты, как мы выглядим, на наше поведение. Может быть, посетить какие-то выставки или сходить в театр. В общем, то, что будет нас отвлекать от привычного. Также карта говорит о том, что стоит позаботиться о здоровье, о правильном питании, о том, чтобы нагрузки были достаточные для тела. То есть карта говорит о том, что здоровье хорошее, но его все-таки нужно поддерживать, нужно о нем заботиться. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!